Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил обеспечить продовольственное снабжение в праздничные дни. В Туркменистане стартовал прием документов на обучение в вузах Румынии. В Ашхабаде открылась выставка к 17-летию СППТ и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам развития аграрного сектора страны. В ходе совещания вице-премьер Атахалыев доложил о текущем состоянии сельскохозяйственных работ. Было отмечено, что на пшеничных полях продолжаются работы по уходу за посевами, включая подкормку минеральными удобрениями и полив. Параллельно ведется подготовка к посевной кампании хлопчатника. Особое внимание глава государства уделил подготовке к национальному празднику весны, поручив принять необходимые меры по обеспечению рынков и магазинов, регионов продуктами питания в праздничные дни, а также контролировать ход строительства социальных и производственных объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году. В Ашхабаде стартовала масштабная выставка, посвященная 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Торжественная церемония открытия состоялась в здании торгово-промышленной палаты. В рамках трехдневной программы выставки, которая продлится до 19 марта, участники представят новую продукцию и поделятся опытом развития частного сектора. Особое внимание будет уделено Международному форуму инвестиций в будущее Туркменистана, стартующему сегодня. Форум станет площадкой для обсуждения перспектив привлечения инвестиций в экономику страны. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту Республики Северная Македония Гордане Селяновской-Довковой в связи с произошедшим в городе Качани пожаром, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и большому числу пострадавших. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В Ашхабаде начался прием документов в высшие учебные заведения Румынии. Документы на обучение могут подавать граждане, имеющие общее среднее, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Прием продлится до 27 марта. Отборочное собеседование с абитуриентами, подавшими документы, пройдет 1-2 апреля в Международном университете гуманитарных наук и развития. Туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Миредовым посетила с визитом Катар и была принята эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. В ходе встречи глава туркменского МИДа отметил активизацию двусторонних отношений, подчеркнув значимость состоявшегося 3 марта телефонного разговора между национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Наряду с конструктивным двусторонним сотрудничеством была подчеркнута эффективность взаимодействия в многосторонних форматах. Грандиозные празднования в честь священного месяца Рамадан прошли в египетской столице Каире. В районе Эль-Матария был организован праздничный стол, протянувшийся через 20 улиц. Атмосфера всеобщего торжества царила на улицах города, где жители обменивались поздравлениями под звуки музыки. Иностранным гостям радушно предлагали присоединиться к праздничной трапезе. Все блюда для масштабного застолья были приготовлены местными жителями, причем для угощения использовали около 7 тонн мяса. Праздничное мероприятие посетило примерно 50 тысяч человек. Ученые из Саудовской Аравии разработали новый метод выращивания шафрана, который может значительно снизить стоимость одной из самых дорогих пряностей в мире. Ученым удалось сократить период цветения растения вдвое. Ключевым элементом инновационной технологии стало применение вертикального земледелия, метода, при котором растения выращиваются в многоуровневых вертикальных системах. Исследователи также использовали гидропонику вместо традиционного грунта и внедрили технологии климат-контроля. Результаты оказались впечатляющими. Если в обычных условиях шафран цветет около 3 недель, то с применением новой методики этот процесс занимает всего 10 дней. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.